Рдалама Самена. Самена. Рдалама, а если не место красит человек, а человек красит место, то зачем тогда паломничество совершать по святым местам? Паломничество совершает, связано с тем, что сам Будда сказал, что после моего ухода будет 4 места очень святых. Эти 4 места были связаны с Буддой. Это место его рождения, место просветления, место поворота колеса учения и место ухода в нирвану. То есть сами эти места были благословлены Буддой, поэтому считается, что эти места очень такие святые сакральные места. Что это, какие-то места силы или что? Вот если по ним ездить, что-то, какой-то положительный эффект? Да, говорится, что будет положительный эффект, да, добродетель накапливается. Но с другой стороны, вот видите, вот место вот Даржиден, да, вот Бадгая местность, где Будда достиг просветления, одно из самых святых мест буддизма, там обстановка очень другая из-за того, что вот очень много людей совершает простирание, обход вокруг этой ступы совершает, и совершенно другая атмосфера там создается. И в хорошем смысле? В хорошем смысле, да, в хорошем смысле обязательно. И когда приезжаем в такие места, какое-то очень чувство трепетное рождается, что помогает вот немного для воодушевления рождается. Нам иногда вот порой, когда чем-то очень делом занимаемся, устаем, иногда нужно вот какое-то воодушевление, как глоток свежего воздуха, скажем. И вот эти места, которые мы посещаем, с одной стороны, они вот, да, несут очень большой положительный эффект. И в текстах написано о благоприятии этих мест и о важности посещения их. А другие святые места, по ним надо ездить? Например, Занданжу в Яравне или место рождения Хамбо и Тегелова? В принципе, Занданжу посещать обязательно. Все-таки это очень древняя святыня буддизма, выражение почтения, все-таки просирание перед ступой, обход вокруг. Они перед этой статуей огромный эффект несет, положительный, добродетели. И человеку, считающему себя буддистом, очень важно. Некоторые думают, что вот очень далеко, там пытаются Бадгаю, но и не знаю, что у нас здесь очень много святых мест. В частности, Занданжу съездить, посетить, поклониться, это очень важно. Но там вся соль именно в Занданжу или в самом месте? Если Занданжу в Рангой перенести, то Рангой будет святым местом? Да, святыня Занданжу играет там самую большую роль. Все понятно. Рдалама, а есть ли в учении Иисуса что-то такое, что противоречит буддизму? Ну, есть, конечно, какие-то вот нестыковки в самом вероучении, в каких-то воззрениях, но, на мой взгляд, это не суть важно. А самая важная основа, фундамент любой религиозной конфессии кроется в сострадании и в доброте. Но ведь это есть в христианстве. Есть, да. И это и есть вот этот фундамент, который служит объединением. То есть любая религиозная конфессия в сущности несет добро, развитие, достижение счастья. Вот. И поэтому методы к достижению этого счастья могут быть разными. Поэтому говорите, что у вас этот метод, а у меня другой, поэтому нам вообще не по пути, мы совершенно разные люди, и на этом, и видя разность в методах, искать причину ссоры, неприятия и прочего, это совершенно неверно. А чтобы достигнуть нирваны, обязательно надо становиться ламой? Нет, не обязательно. Есть случаи, когда, ну, как мы говорили, ламой или монахом вы имеете в виду? Ламой. Лама — это же гуру просто, учитель. А монахом? Монах — это человек, принявший обеты. Ну, то есть можно без обетов достигнуть нирваны? Да, был Миларепа. Но зачем тогда они вообще нужны, если они не обязательны? Да, ну, допустим, мы с вами сейчас сидим, не совершаем убийство. Так. Да. В вашем случае это действие нейтральное, то есть и не плюс, и не минус, так как, скажем, у вас нет обетов. В моем случае, если я взял обеты и сохраняю эти обеты, не совершать убийство, это идет всегда положительный эффект, плюс. То есть все 24 часа в сутки просто с соблюдением этого обета несовершения убийства идут накопление добродетелей. И вообще обеты они берутся, они называются обеты личного освобождения. Человек берет себя, чтобы ограничить себя в совершении негативных действий телом, речью и ума, чтобы оградить себя, не совершать их. Оно служит очень большим таким, знаете, подспорьем, который помогает человеку развиваться, нравственно улучшаться. Ну, смотрите, эти обеты, их же кто-то должен тебе давать или можно самому себе взять обеты? Да, обеты, в принципе, даются тем, у кого они есть.
То есть обязательно в традиции буддийской соблюдается преемственность. Именно этот человек получил своего учителя, а его учитель получил от своего учителя. Таким образом, она восходит к первоисточнику Будды Шакьямуни. Ясно. А сам Будда тоже от кого-то получил обеты, в свою очередь? Были учителя у него. То есть я к тому, что получается, если обет тебе никто не дал, то он не совсем и обет получается. Нет, не обязательно. Ну, есть такие вот обязательства, например, берем на себя обет не гневаться сегодня до 12 часов дня. Этот обет мы берем там перед самим собой, там, или если мы верующие, перед Буддой берем, или перед Христом, ну, перед Аллахом, берем этот обет не гневаться. И тем действием, которым мы не совершаем, не гневаясь, будет идти положительный эффект обязательно. То есть, и оно служит очень большим подспорьем. Просто когда возникает, когда ситуация разозлится, и так мы помним, что я взял обет не гневаться, и оно служит сдерживающим фактором, очень сильным. И благодаря вот этому сдерживающему фактору я не позволяю гневу охватить себя, даже не позволяю ему родиться во мне, и охватить меня, не стать его рабом. То есть это огромная вот такая движущая сила, которая помогает развитию, помогает человеку улучшаться. И они очень важны в человеческой жизни. Эрдэнэ Лама, а буддисты уважают шаманистов? Ну, в каком смысле? В моем понимании, да, уважение — это другое верование. Ну, если при этом не наносится вред другим живым существам и приносится польза другим живым существам, людям, в частности, очень должно быть уважительное отношение. Почему многие ламы любят носить не только ламские одеяния красного цвета, но и прочую одежду тоже красного цвета, в том числе водолазки, шапки и свитера? Это обязательно? Нет, ну, просто, думаю, по цвету подбирают. Ну, согласитесь, одеть иногда из-за холода, некоторые одевают там кофты и одеть под ламскую красную одежду, контрастно черную, было бы не очень. То есть тут дело стиля получается, скорее? Ну, да, думаю, скорее всего, стиля. Понятно. Эрдэнэ Лама, имеет ли смысл, чтобы наши хамбо-ламы тоже перерождались, как, например, Далай-ламы? Ну, у бурят не было вот традиции института перерожденцев, Ринпоче не было. Были у нас великие люди, которых люди сами, видя их выдающийся ум, выдающиеся заслуги, называли перерожденцами, почитали их перерожденцев. На мой взгляд, это лучше, и не нужно создавать того, чего у нас не было ранее в этом контексте. Тибетские ламы могут перерождаться, значит, и наши, наверное, теоретически способны к перерождению. Обязательно, обязательно. Но тогда какова причина? Почему бы... Ну, или просто необходимости нету? Просто думаю, большой такой необходимости в этом на сегодняшний день нету. Если мы начнем все лам перерожденцев искать, то в свое время были огромное количество выдающихся лам, которые достигли и огромных высот, как и в практике изучения, так и в самой практике. И тогда получится, в дасанах одни будут перерожденцы. И всем ведь надо где-то перерождаться, получается. Не, ну перерождаться. Если этот человек в прошлой жизни был очень этим великим ламой, это, несомненно, будет влиять на его жизнь. Если в этой жизни он придет в дасан, и для него учеба будет проходить как забытый старый, и он будет выдающимся, и за его заслуги вот именно люди начнут уважать, и, думаю, прикрепится статус перерожденца, вот так, и такого специального метода, как есть другие институты перерожденцев, думаю, нам пока не нужно. Понятно. Эрдэнэ Лама, почему некоторые наши ламы могут предсказывать будущее или гадать на костях? Или все ламы так умеют делать? Ну, это зависит... Если гадание вот этих на костях, как говорится, там нужно пройти определенные практики совершить. Нужно получить посвящение, нужно сидеть ретрит, насчитать определенное количество мантры этого, ну, минимально 100 тысяч. То есть выполнить те предварительные практики, которые для этого нужны. И затем занимаются вот этими гаданиями на костях. Ну, они правда, получается, говорят эти гадания после того, как они все эти процедуры сделают? Ну, вероятность, да, очень высокая становится при этом. Есть у нас эта система, и есть система Зурхе у нас, гороскопов. А вы сами не пробовали этому обучиться и предсказывать будущее? Я выполнил затворы практики, но вот заниматься вот предсказыванием будущего, будущее непонятно, оно еще не возникло. И многие причины и условия могут повлиять на ее происхождение, каким оно возникнет. Ну что ж, спасибо, Эрдэнэ Лама. Поверьте.